По словам сотрудников правоохранительных органов, структура преступности за последние 5 лет изменилась, и в нашей жизни прочно укоренилось мобильное мошенничество. Если раньше по Якутску к этой категории относилось каждое 5-е преступление, то в этом году уже каждое 3-е. За 11 месяцев уходящего года было зарегистрировано 517 случаев кражи денежных средств с банковских карт, что на 27% больше, чем за весь прошлый год. Мне позвонили с неизвестного номера с Московской области, представились сотрудниками безопасности банка, сказали, что на мое имя оформлен кредит, одобрен на крупную сумму. Указанные виды преступлений раскрывать очень сложно, потому что в основном преступники у нас проживают за пределами Республики Саха-Якутия. У нас в управлении создано специальное подразделение, в том числе и в Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия создано специальное подразделение, которое непосредственно занимается раскрытием и расследованием указанных видов преступлений. Помимо мобильных мошенников, в последние годы судьбой в античной песне на сцену входят преступники в сфере информационно-технических телекоммуникаций. Лжеброкерские агентства, инвестиционные проекты обещают высокий и быстрый доход. Как итог, граждане остаются без прибыли и в долгах. За весь прошлый год был зарегистрирован 531 случай, а за неполный 2021 год уже 890. Рост составил 67,5%. Мужчина позвонил и предложил мне вступить в брокерскую компанию «Пинеда Интернешнл» для торговли на бирже акциями и золотом и криптовалютой. Я согласилась, он сказал надо активировать депозит на 15 тысяч. Люди, желая обогатиться, вкладывают свои сбережения, получают опять-таки кредиты, вкладывают в эти инвестиции, в итоге они не получают ни своих денег, ни прибыли. Третий вид мошенничества – это, естественно, объявление. В любом случае продавец, либо же покупатель того или иного товара, вы можете попасть под уловки мошенников. Просто по одной простой причине. Абонент на том конце провода требует у вас номера банковских счетов. И человек, желая быстро приобрести, либо же быстро продать свое имущество, он автоматически перечисляет все цифры. Также среди мошенников популярен метод взлома социальных сетей. Они выкладывают посты с чужих аккаунтов с просьбой перечислить деньги на операцию больному родственнику. В таких случаях лучше созвониться с владельцем аккаунта и удостовериться в сложившейся ситуации. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск.